Ух ты! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет немножечко необычный обзор. Для моего канала это будет, наверное, новый формат такого видео. Еще я не делал на моем канале. Да, сегодня у нас в гостях на моем канале, сегодня у меня в гостях каталог компании Faberlic. Друзья, что сегодня будет происходить? Сегодня я буду делать видео сравнение. Я буду сравнивать два каталога компании Avon и компании Faberlic. Я не буду сейчас делать то, что я делаю с Avon, делать обзор каталога Faberlic. Я буду сравнивать цены. Дело в том, что как-то мне прилетело месяца два назад такой комментарий, что люди, что Avon, ну давайте русским языком говорить, охренел, что в Avon все подорожало, что в Avon, ну, цены стали космические, и, мол, люди стали уходить в другие компании. Мне попался вот этот каталог, сейчас мы посмотрим, а насколько здесь все дешевле, чем в компании Avon. Посмотрим, насколько здесь интересные цены, насколько... Короче, что я болтаю? Мы будем сравнивать две компании, а именно мы с вами будем сравнивать цены, друзья. Я не знаю их качество, я не пользуюсь продукцией Faberlic. Есть, да, какие-то позиции, об этом будем в ходе расследования разговаривать. Вот, поэтому все как есть. К этому видео я не готовился, каталог я не просматривал, не изучал. Я очень хорошо знаю наш каталог, и, соответственно, мы его убираем. Если вдруг какие-то вопросы возникнут, то я к нему вернусь и буду смотреть. Ну что, это видео будет, надеюсь, вам очень полезным. Надеюсь, будет очень интересным. Мы, еще раз с вами говорю, сравниваем цены. Никого в этом видео я оскорбить не хочу и не преследовал этой цели. Как это делают многие представители других компаний, которые оскорбляют продукцию компаний других. Этим я заниматься не собираюсь. У нас у всех есть выбор. Кому-то нравится Faberlic, кому-то нравится Avon. Мне нравится Avon, поэтому я в Avon. Но тем не менее, давайте, я слишком долго вступительную речь говорил. Пишите ваши отзывы, пишите ваши комментарии. Надеюсь, вы меня поддержите. Если я в чем-то не прав, жду ваших комментариев. Я на них обязательно сделаю или прямой эфир, или сделаю отдельное видео, потому что эта тема очень интересная. Итак, ради чего люди бегут в другие компании? Давайте посмотрим. Я взял каталог, вы видели, в прошлую пятницу у меня выходил кулинарный влог, в котором я рассказывал, что вот я купил супчик, я супчик сварил. В принципе, супчик мне понравился, почему бы и нет. И я заказал себе еще кое-какие продукты из питания. Буду тестировать еще суп-пюре, там, вторые блюда какие-то. Вот, этот каталог, чтобы быть нам объективными, друзья, смотрите. Этот каталог у нас свежий, он до 23 мая, то есть он действующий, цены в нем действующие. Соответственно, и наш каталог эйвонский. Ну что, давайте листать. Я надеюсь, что будет интересно. Ну, что хочу сказать, если сравнивать каталоги, то вы видите, да, фаберликовский каталог немножечко отличается форматом. У него немножечко такой формат, да. Толщиной хочу сказать, что в Avon 282 страницы. Здесь у нас Йока-марбалка-марба. Я даже не знаю, на каком языке сейчас сказал. Тут 320 страниц. Тут больше страниц. Обложка у него очень такая, скажем, плотная, глянцевая. Вот. В Avon не такая обложка. Вот. Ну, в принципе, основа крепления у него такая же, что будет очень неудобно листать. Ну, будем листать. Давайте быстренько. Я, знаете, я не готовился. Я не знал, в каком формате это видео делать. Поэтому давайте его будем делать так, как получится. Я надеюсь, у меня получится. Итак, в этом каталоге у нас, видите, есть страничка информационная. Она сразу расположена в начале, что очень удобно. Акция для зарегистрированных покупателей. Ну, я не знаю, по акциям не могу сказать. А вот самое интересное — это карандашики. Давайте смотреть. Водостойкие тени в стике. Ну, карандашики, да.
То есть у нас подобная линейка сейчас стоит 1800 тенге. Здесь мы видим 1600. Ну, вроде бы как подешевле, да. Так, стойкий маркер для губ. Не знаю, сколько в Avon стоит. Давно не заказывал, не знаю. Так, вот пудра есть еще водостойкая. 2819 тенге. У нас водостойкой пудры, девчонки, по-моему, нет. Напишите мне, если я ошибаюсь. Но вообще пудра у нас стоит до 1800-1900. Здесь, конечно, цена на пудру космическая. Водостойкая тушь 939 тенге. У нас водостойкая стоит 2000. Ну, типа здесь водостойкая очень даже дешевле, в разы. Так, солнцезащитная линейка. Я сразу хочу сказать, я вижу, не буду зачитывать. Я вижу, что здесь на солнцезащитную линейку цена в разы дороже, чем у нас в Avon. У нас в Avon все-таки водостойкая линейка. Водостойкая солнцезащитная линейка дешевле. Я тут чаек помешиваю. Дешевле в Avon, дешевле в разы. Вот видите, 1800, 1400. У нас 1100, 1200 стоят такие крема. Тут даже есть какой-то шампунь солнцезащитный, чтобы волосенки чтоб не обгорели. Так, дальше автозагар для лица 3800. У нас стоит 1400. Чтобы вы понимали, очень дорого здесь. Солнцезащитная линейка здесь очень дорого. Это я моделирующие крема. Ну, моделирующие крема для тела, скорее всего, как и в Avon. Но здесь есть массажер, смотрите какой. Антицеллюлитный массажер. Но у нас такого, конечно, нету. Вот и платьюшки подошли, смотрите. 8, 12, 13, да? Ой, 12 тысяч. Но здесь вот тоже акция есть, как вот приблизительно и у нас, да, тоже. Ну, цена здесь на одежду, цена, по крайней мере, на вот эти странички, топ. Это топ только, представьте, только топ стоит 7. Брюки 9. И платье 11. Ну, весь комплект получается 20-30 тысяч. Так, это у нас что, девчонки, что это у нас? Это у нас купальник 13 тысяч. Вы видели мой обзор, у нас за 10 купальники идут, по-моему. Но у нас чуть-чуть одежда подешевле, наверное, будет, чем в Фаберлике. Поэтому солнцезащитные очки, ну, у нас они стоят где-то 3200, да, тут 3900. Тоже дешевле у нас получается в Avon. Кипоны. Кипоны, друзья, у нас в Avon нету таких шляпок. Но пипец, ребята, цена космическая. За что? За вот эту дырку 5000. Это очень дорого. Очень. Только за козырек 5000. Не знаю, я, конечно, такие вещи рекомендую брать на рынке. На рынке, я не знаю, там что такое, совсем качество будет. Так, босоножки 6700. Не знаю, девчонки. На рынке тоже, мне кажется, эта вещь будет стоить 1200-3. Тоже очень дорого. Так, пудра для лица. Пудра для лица 1800. Ну, так же, как и в Avon. В принципе, цена такая же. Каталог очень неудобно листать. Так, это что у нас? Сыворотка праймер. Ну, вот у нас что-то такое же было, да, для губ, по-моему. Это что? Ну это для лица. Ну, я не знаю. Давайте, что не знаю вот эту линейку, не буду комментировать. Тушь для ресниц. Так, 900. Ну, у нас, в принципе, тоже есть такая тушь. Color Trend. Почему и нет? А здесь, смотрите, тушь 2300. 1800. Ну, то есть, все-таки у нас тушь подешевле. Так, что? Жидкая подводка. Жидкая подводка дорогая. У нас она дешевле. У нас она 1200. Здесь 1500. Карандаш для бровей у нас 900. А здесь, смотрите, 1600. Очень дорого. Очень. Подводка для глаз 1500. Ну, в принципе, просто, наверное, другая линейка. Ну, жидкие тени, я не помню в Avon сколько они стоят. Здесь у нас еще палетка для теней. Но у нас палетки дешевле, потому что, не знаю, ну, 10 грамм. Она очень маленькая, 10 грамм. 7000.
Без понятия. Ну, губная помада, наверное, такая же цена, потому что, смотрите, 1600, но если по акции, то подешевле. Ну, так же, в принципе, у нас и в Avon. Ну, это все помада, в принципе, цена такая же. Так, тональный крем, ого-го, 4600, это очень дорого. Тональный кушон, 7000, тоже считаю очень дорого. Но у нас в Avon нету кушонов, поэтому не могу сравнивать. Так, здесь что у нас? Пудра 4200 дороже. Палетка для лица. Ну, я считаю, что вот эта вот вещь, вот эти вещи, они дороже в Фаберлике. Все-таки дороже, друзья. Ну, оспаривайте меня, что ли? Ну, я не знаю. Кто тут кричал, что в Фаберлике все дешевле, люди все идут в Фаберлик? Да здесь космические цены пока, по крайней мере, сколько вот мы листаем с вами. Тональное средство для лица, непонятно, что за тональное, 30 мл, 1400. Не знаю, не могу комментировать. Кисточки, но кисточки, наверное, такие же цены и у нас. Грубо говоря, где-то так. Помада. Ну, знаете, у них, наверное, есть, как и у нас, да, линейка, наверное, подороже. Я так понимаю, что это линейка подороже, 1800. Тушь 1800. 1800. Для бровей тушь 900. Но вот у нас для бровей, конечно, тушь дороже. А вот, кстати, палеточки четырехцветные. Запеченные тени 2500. Ну, запеченные они вроде как должны быть дороже, наверное, обычных. Не знаю. Так, ну здесь без комментариев, я не знаю. Смотрите, носочки или перчатки 3200. Ну, дорого, я считаю, очень дорого. Вот лак для ногтей, как и у нас. Где-то такая же цена. Так, губная помада. Что-то дешевая какая-то. 4 грамма, она еще и больше. И такая дешевая, не знаю. Боюсь комментировать, друзья, не знаю я. А вот что еще пропустили? Бальзам. Оттеночный бальзам для губ с эффектом объема. 420 тенге, но у нас где-то также 350-370 тенге линейка Kia. Так, страничка ароматов мы переходим. Первый аромат 4700. Ну, я боюсь, опять же, комментировать. Я не знаю, что это за аромат. Может быть, он у них к линейке люкс относится. Давайте дальше посмотрим, какие цены еще есть. 7000, 7000, 9000, 4000. Но пока звучит дорого. У нас все-таки дешевле. 3800, 3800. Ну, вот у нас 3800. Ну, вот у нас, да, сейчас в основном 4000 ароматы. Но у нас есть линейка и побюджетнее, то есть подешевле. 4700, 4700, 3800, 3700. Ну, друзья, я не вижу, чтобы здесь прям вот все было дешевле, чем в Avon. Абсолютно. Мне еще кажется, что здесь дороже. Пальчиковые ароматы, смотрите, да? Карандашики. 10 миллилитров 1169 тенге. У нас в Avon такая же цена. Но у нас по акции чаще всего они можно приобрести за 900 тенге. Здесь все-таки дороже. Так, ароматы. 3800, 3200. Ну, 3200. 3200. А, вот, наверное, у них бюджетные ароматы. Миники такие, миники, да? 200, ну, по акции 1400. Ну, согласен. У нас все, ну, такая же, да, друзья, такая же цена. Не забывайте, что вот у нас вот эти такие же миники, пожалуйста, 1000 еще и на 10 тенге дешевле. Видите, у нас тоже есть такие миники, и тоже идут такая же цена. Так, гель для душа парфюмированный, у нас сейчас их нету. 150 миллилитров 469 тенге. Но это дороговастенько. У нас 250 миллилитров стоит 500 тенге. Спрей для тела у нас дороже. И причем у нас в разы дороже. Здесь 600 тенге мужской, а женский по 509. А у нас 1200-1000 тенге. Но у нас они концентрированные. То есть вроде бы как мужская линейка. Ну, спрей я сказал.
для бритья после бритья цена такая же. А вот пена для бритья у них дешевле. У нас в 2 раза дешевле. У нас 1800. Вот недавно у меня было на заказе. Тут 900 тенге. Мужские ароматы пошли. 3900. Тут опять. 8-й элемент. Я знаю этот аромат, потому что я им очень много лет назад пользовался. У них этот аромат, это, знаете, хит. Это как у нас Full Speed. Так вот, наш Full Speed стоит 3900 и у них 3900. Но не дешевле, друзья. Единственное, что, смотрите, у них 100 мл, у нас 75 Full Speed. Поэтому получается, что да, тут чуть-чуть дешевле. Цена та же, а объем разный. Так, ну я так понимаю, что это страничка без акций, да? Но тем не менее, мы видим тоже цены не копеечные. 3900, 3500. Ух ты, какая интересная линейка. Я видел ее уже. И в интернете видел. Barber Lab. Barber Lab. Ну, интересно, да? Дизайн очень клевый. Прикольно. Мне вот очень нравится вот этот дизайн. Но я как мужик говорю. Так, дальше едем. Ну вот у них тоже как не исключение. Звездные люди рекламируют ароматы. 10 тысяч, да, мы видим. Цена 4700. Ну вот еще один аромат, который у меня есть. Я им пользуюсь сейчас пока редко. Но мне он очень нравится. Это мужской Ума Фелича 4700. Ну, я уже что-то, друзья, подустал листать каталог. Как-то я не привык, мне не очень интересно. Но надо долистать, надо долистать. Мы еще даже половину не долистали. Давайте немножечко ускоримся. Так, все, ароматы мужские и женские закончились. Ну, что я хочу сказать. В принципе, цены не дешевле. Ароматы мужские и женские стоят, ну, так же, как и наши. Но чуть-чуть все-таки я заметил, что дороже. Все-таки чуть-чуть дороже. Также из декоративной косметики я бы сказал, что чуть-чуть дороже. Так, это у нас что? Липолосьон, я не знаю. Как что-то за линейка. Антиакне. Серия разработана специально для ухода за жирной, ну, для проблемной жирной кожи в любом возрасте. Ну, цена дорогая. Если с нашей сравнивать, у нас дешевле, да? 3700. Кислородный крем для век 2300. Ну, я не знаю. В наше время, когда все подорожало, говорить, что это дорого. Может быть, это недорого, но вот пенка для лица, да, у нас стоит 1200, а тут, смотрите, 2300, в 2 раза дороже. У нас есть пенка для лица, для комбинированной кожи. Так, здесь вот есть еще пенка какая-то, кислородный мусс для очищения лица. Бустер. Ну, очень дорого. Вот эта линейка очень дорого. Так, ночной крем для лица, крем для кожи вокруг глаз. Не знаю, с чем сравнивать вот эту линейку. Не знаю, друзья, что за линейка. Поэтому, ну вот видите, ну, я не осведомлен, я не знаю. О, патчи, я знаю, что такое патчи. Так, пробуждающий крем для лица, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз 6100. 60 штук. 60 штук это везде так пакуются. У нас в Avon тоже они были и стоили тоже 6000. Поэтому цена одинаковая. Но сейчас у нас патчей нету, да? Корректор у нас, корректор для кожи вокруг глаз у нас такая же цена. Патчи скраб для губ. Вау. Так, эликсир для лица. 1400. Друзья, ну где вы видите низкие цены? Вот напишите мне. Очень хотелось бы спросить, вот кто мне писал комментарий, что в Фаберлике все дешевое такое, прям 5 копеек стоит. Я не вижу. Мицеллярная вода 1200. У нас такая же цена. Активный крем для век, ну 1400. У нас сейчас проблема с этим, но есть у нас. Сыворотка 2500, ну у нас тоже есть сыворотки.
Не знаю я. Пенка для умывания 2300. Ну, у них, смотрите, пенок в ассортименте, а у нас только 2 пенки, да? Ой. Ой-ой-ой-ой. Мы почти, да, мы почти, наверное, половину каталога прошли. Давайте ускоримся. Что-то тут очень много. Какой-то косметики непонятной. Крем для век 3200. Ну, смотрите, пока вот пока мы листаем, ну, цены очень дорогие. Какая-то маска светодиодная для лица 11 тысяч. Ну, это уже прибор какой-то, да? Омолаживающий крем для век 3700. Ну, еще одни вот патчи 6100. Успеть за 60 секунд. Двухсторонняя подводка для глаз. Со штампом. Боже мой. Это что у нас? Кушон 7000. Не знаю. У нас кушонов нету. Сравнивать здесь не могу. Тканевые масочки. Смотрите. 559 тенге. У нас в Эйвоне дешевле. Чуть-чуть. Ну, где-то такая же цена. Это тоже, смотрите. Дневной, ночной 1400. Но у нас есть тоже линейка, да? Боже мой, вылетела из головы. Ну, есть Naturals линейка, да? Есть крема тоже 1400-1300 стоит. Так что Ботаника 700 тенге. Но это, да, у нас что-то наподобие линейка есть. Цена такая же. Дневной, ночной крем 700 тенге. И у нас тоже есть подобная линейка. Это вот бюджетная, наверное, линейка. Мы видим, что здесь цена уже более-менее. Но она, опять же, она не дешевле Эйвона. Она не дешевле, друзья. Она абсолютно такая же, как и у нас. Чтобы вы понимали еще раз, о чем я сейчас веду речь. Даже смотрите, у нас же есть еще линейка Kia, где у нас 100 мл объем. А здесь, смотрите, 50 мл объем. Поэтому у нас получается дешевле. Я сейчас вот про вот эти крема говорю, смотрите. 100 мл 639 тенге они стоят. Но еще есть линейка Naturals, которая, она идет 50 мл. Ладно, не, вот она, да, смотрите. Вот она 50. Вот, 50 мл 769 тенге. Ну, здесь она, скажу честно, она без акции. Вообще, бывает акция, она стоит 700 тенге. Поэтому вот, я с этой линеечкой сравниваю. Во-первых, и тюбики похожи, да? Так, дальше двигаемся. Крем для лица. Ну, вот тут непонятно. Шампунь 1200. Ну, я округляю, друзья. А объем какой? Не по глазу. А, вот, 400 мл. Ну, такая же цена и у нас, наверное, да? Так, это линейка для волос. Тут всякие сыворотки, спрейки какие-то. От перхоти, не знаю. Ну, вот у них еще есть зубная паста. 559 тенге. Тоже у них тут для полости рта есть ополаскиватели. Ну, здесь сложно сравнивать, потому что кто чем пользуется. Бывает на рынке совсем все 5 копеек, да? А бывают более такие дорогие продукты. Пемза для ног роликовая, смотрите, прикольно. Сменная насадка есть. А она что? Она механическая? Ладно, давайте дальше, время идет. Ну, это вот, кстати, крема для ног. Обратите внимание, что 750, 800, ну, вот какой-то бальзам 50 мл. У нас все-таки крема для ног стоят дешевле. Все-таки у нас крема по 500 тенге, да, где-то так. Так, это для интимной гигиены, я так понимаю. Есть прокладки. У нас нету, да? Ой, у меня часто бывает, когда новые клиенты приходят, бывает, пытаются у меня заказать и для кухни, и так далее. Ну, люди путают фирмы. И ароматы пытаются заказать.
с других фирм у тебя. Это часто бывает. Так, освежитель для полости рта, не знаю, 600 тенге, 50 миллилитров. Гель-лубрикант. Для комфортных отношений, друзья, внимание. Если вы не пользуетесь этим гелем, у вас будут отношения некомфортные. Так, ну здесь, в принципе, дороже. Гель для интимной гигиены 200 мл 750. У нас гель для интимной гигиены 300 мл 750. Ну пусть так, да? Так, масло после депиляции, крем после депиляции, тоник после... Ну вообще там все для депиляции после. А что для депиляции, я не вижу. Поэтому... А вот смотрите, есть еще крема для ног. Дешевле, чем у нас. Линеечка такая бюджетная, наверное. 75 мл 419. Ну, у нас все крема для ног стоят 500. Сейчас 500 с чем-то, да? Так, здесь у нас дальше. Смузи для душа. Объем не вижу. Объем. Господи, вот как тяжело, да, вот увидел. 215 мл 750, но это дорого. Может быть, они такие там смузи, прям смузи. Мыло 100-граммовое, 559 тенге, дорого. Но смотрится, честно скажу, симпатично. Линеечка очень, дизайн такой прям хочется. Прям хочется заказать. Ну, я имею в виду как со стороны потребителя. Мне точно это не надо, у меня своего добра хватает. Так, здесь у нас еще вот какая-то линеечка Beauty Cafe. Это, наверное, знаете, что-то сравнимое с нашим Naturals, который вот у нас... Давайте покажу. Потому что я вижу здесь такие же продукты, как и у нас в Avon. И цена, кстати, вот я сейчас посмотрим. Вот, что-то наподобие нашей линеечки Naturals, да, видите, вот есть спрейка, есть такие лосьоны, есть такие гели для душа. Что же здесь нам предлагают? Крем для рук 419, ну, крем для рук у нас, наверное, такая же где-то цена, но есть линеечка Kia, она у нас подешевле, она 300, сейчас 330 даже можно купить. А в такой линейке, как эта, у нас такая же цена. Суфле, пена для ванны. 200 мл гель для душа, 200 мл, но у нас такая же цена на гель для душа. Если сравнивать с Naturals, то такая же цена. Так, жидкое мыло для рук 559 тенге, у нас дороже, очень дороже, я бы сказал, у нас 750 стоит, но не могу сравнивать, у них, смотрите, оно в ассортименте, у нас нет, у нас один только вид, ой, одна линейка, там представлена 4 вида, по-моему, да? То есть здесь поболее. Крем для рук 419. Витаминный гель для душа 600. Тут по акции тогда 400 тенге. Ну, тоже вот, в принципе, вот эта линеечка такая бюджетная, как и у нас цена, я бы сказал, да? Крема для рук тоже, видите, по акции. Спрей для тела 939 тенге. Ну по акции 419, ну так же, как и у нас. Так, а вот гели для душа, кстати, 250 мл, у нас такие есть в компании, тоже 250 мл. Цена, смотрите, 469 тенге, так же, как и у нас. То есть не дешевле, друзья, а такая же цена. У нас тоже можно купить за 469 тенге гели для душа. Но это немножко другая линейка, я понимаю, так она подороже, 509 тенге. Шариковый дезодорант 559 тенге. Ну и по акции 500. Ну у нас также. Даже еще у нас чуть дешевле. Так, зубы. Так, это еще одна какая-то линейка зубная. Зубная паста, отбеливатель и детокс. Зубная нить. Интересно. Я не знаю, я вот всегда зубочисткой пользуюсь. Зубная. Ну, шариковый дезодорант, тут смотрите, 400 тенге, как и в Avon. Ополаскиватели я не берусь судить. Зубные пасты, кстати, тоже, смотрите, недорогие. Это я не могу сказать. Так, краска для волос 1200.
У нас, конечно, дороже. У нас 2000 стоит краска для волос. У нас это Вейва, никто забыл. Шампуни. Я так понимаю, это у них тоже, типа, как у нас профессиональная, да, линейка. Так, шампуни. Шампунь уплотняющий. 1400, 250 миллилитров. У нас такой шампунь, если профессиональная линейка, стоит 850. У нас дешевле, в разы. А тут очень дорого. Бальзам или шампунь 1400. Это очень дорого. Шампунь для нейтрализации желтизны 1800, 250 миллилитров. Очень дорого. Дороже, чем у нас. Так, это у нас стайлинг, да? Стайлинг. Ну, лак для волос. Ну, у нас также где-то 1600, 1200, 1300 был последний раз можно было. Ну, а спреи, мусс для сильной фиксации, сухой шампунь, кстати, у нас, ну, такая же цена. Стайлинг у нас такая же цена, как и у них. Это что за автомат? Фен для волос. Вот такой вот фен. Фен 16 тысяч, не знаю. У них прям такая техника продается. Ну, она и в магазине, наверное, так же. Так, стойкая крем-краска. 700 тенге. Ну, однозначно это дешевле. Дешевле, чем в Эйвоне. В Эйвоне 2000. За 700 тенге у нас такой цены уже давно нет. Не могу, друзья, судить. Но у них, видите, уже как минимум два вида краски. Тут еще вот какая-то осветлитель для волос. Это какие-то ампулы, концентрант, не знаю. Еще шампуньки. Так, здесь у нас шампуньки 250 мл, 700 тенге. Но если это профессиональная линейка, как Вейван, то здесь дешевле. А если это линейка, как у нас Naturals, опять же, есть, да, у нас там шампуни дешевле. Сложно сказать, друзья, сложно. Ну, это та же линейка, не буду уже заострять внимание. Это что? Опять волосы. Маска Глина Детокс. О, боже мой. Все, у меня уже мне тяжело, друзья, я уже устал. Как тяжело листать чужой каталог, который не свойственно мне, да, непривычен. Так, шампунь Ботаника 400 миллилитров, 700 тенге. Но это дешевле. У нас подобная линейка стоит 950 тенге. Поэтому здесь это дешевле 400 миллилитров. Но еще раз говорю, я не знаю качество. Так, линейка детская от 3 лет. От 3 лет цена дороже. Шампунь 1000 у нас все-таки дешевле. Но опять же, смотрите, тут есть... это зубная паста, не знаю. Так. О маленьком человеке. Это, наверное, вот для младенцев. У них тоже такая линейка, да, появилась, как и у нас в Эйвоне. Ну, такая же цена. Абсолютно такая же. Пена для ванны, жидкое мыло, шампунь. Но эта линейка дороже. Эта линейка дороже, чем... А вот это вот, Baby, как и у нас, в принципе, цена. Ох, ну что, мы прошли косметический параграф. Хочу подвести итог, что я сейчас для себя вывел. У них ассортимент чуть-чуть косметики, что ли, больше, мне показался, линеек больше. Есть также бюджетные линейки, крема для лица там по 600, по 700 тенге, да. Но у нас, нет, по 700 тенге, у нас все-таки чуть подешевле. Ой, ну очень сложно судить, но я еще раз говорю, я хотел это видео сделать сравнительным, сравнить цены. И сейчас вот на вот этом этапе, на 225 странице, я с уверенностью могу сказать, что у них цены не дешевле, чем в Avon. Очень много цен одинаковых, но больше всего, друзья, больше всего у них цен дороже. Вот хоть убейте, но я заметил, что у них очень много кремов, которые стоят намного дороже, чем в Avon. У нас есть линеечка Inyu, вот эта линеечка, которая стоит дороговастенько, да. Ну и в Фаберлике тоже есть такая линейка, и их много здесь таких линеек. Так, ну что, давайте закругляться, давайте посмотрим,
Раздел продукты питания у нас нету. Ну, забегая наперед, хочу сказать, что я смотрю наши каталоги эйвонские Европа. В Европе уже появились коктейли. Наверное, они до нас тоже дойдут. Ну, вот эти вот коктейли, которые сейчас модны, да. Ну, не знаю, как продукты питания, но коктейли в Avon уже появились. Друзья, любители коктейлей, ждите. Скоро у нас, я надеюсь, что тоже появятся коктейли. Вот, шоколадки. Это шоколадки 80-граммовые. Ну, очень. Я считаю, это очень дорого. Но это типа такие продукты, да, наверное, которые... Что тут? Полезные какие-то. Очень полезные, видимо. Но очень полезные. Так, кофе жареный. 200 грамм, 1400. Ничего сказать, друзья, не могу. Беру кофе в светофоре. 1200, я там не знаю сколько грамм банка, но огромная банка. Вы все много раз видели у меня в обзоре. Так, здесь у нас чай. Чай, конечно, цена космическая. Чай это у нас 939 тенге идет. 20 пакетиков по 2 грамма. Ну, это очень дорого, очень. Если он такой прям супер-пупер-фупер натуральный, то может быть и нормально. А так цена очень дорогая. Ну, видели, да, на прошлой неделе я снимал видео, как раз супчик у меня был. Я пробовал супчик. Ну, не вижу я, короче. Я покупал по акции. Вот. И у меня еще кое-что осталось. Я заказал пасту. Хочу попробовать еще что-то у меня там заказал. Заказал еще суп-пюре. Очень хочу попробовать. Я считаю, что вот эта цена 750 тенге, она недорого. Вот эта цена, ну, видите, здесь есть акция, есть не акция. Вот. Дальше. Ой, ты какая правильная соль. 100 грамм 609 тенге. Ну, очень дорого. Еще раз говорю, очень дорого. Ну, здесь вроде бы как очень полезная, наверное. Не знаю, соль сама по себе не может быть полезной. Кетчуп. Боже мой, даже кетчуп есть. Шашлычный. Первые блюда каши. Ну, вот каши я не стал заказывать. Я еще заказал себе что-то. Крем-пюре вот я заказал. Да не помню я. Попробую, в общем. Суп мне понравился с чечевицей. Иногда можно. Вот они, коктейли. Концентрированный рисово-гороховый для приготовления белкового коктейля 8500. Я не знаю. Ну, они, конечно, эти коктейли так и стоят, наверное, в магазинах. Мне какое-то одно время предлагали вступить в компанию NL. Я не помню, как она расшифровывается. Там тоже очень все говорят прям такое вот здоровое питание. Не знаю. Но там коктейли дорогие были. Wellness. Это как в Oriflame что-то такое есть. Ну, не знаю я. Здесь я боюсь судить. Вот это в меня вообще задают большие вопросы. Вот эти вот биодобавки всякие. Смотрится интересно. Пишут интересные темы. Масло кедровое 2000. Ой, не знаю, друзья, не знаю. Я очень как бы к этому... Не скажу, что я прям трепетно о здоровье берегусь, но я не знаю. Дрожжи жевательное, Ньютоник 2300, не знаю. Поэтому мне очень интересны ваши отзывы. Я знаю, что очень многие мои представители, наверное, и зрители на моем канале, которые пользуются, да, продукцией. Напишите, кто пробовал вот всякие такие добавки. Насколько имбирный напиток. 1800, охренеть. Ну, очень дорого. Вот я недавно купил себе напиток сухой имбирь. Ой, крыжовник, господи, все, я запутался. Ну, короче, купил себе напиток. И вот, короче, за 450 тенге, что ли, или 550 тенге. Ну, это дорого. Очень, вот смотрите, у них очень много БАДов. Это БАДы сплошные. Я не буду здесь даже комментировать. Это вот, знаете, я не врач и никто.
Я не компетентен в этом вопросе, как многие блогеры компетентные. Вот они пусть комментируют, они пусть кушают и дают отчет. Я не считаю, что это помогает, потому что это БАДы. Может быть, я не знаю, что здесь. Я к этому очень страшно отношусь. Я-то супчики эти заказал со страхом. Ну, протеины 8500. Я так думаю, что это дешево, потому что те, кто, наверное, ходят в спортзалы, подтвердят, скажут, что они стоят в разы дороже, наверное. О, боже мой, подушки есть, смотрите. Не знаю я. Ничего сказать не могу. Подушка валик. Ну да, я уже видел и в интернете видел, что у них прям и блендеры, и сковородки, все, что есть. Ну, блин, ну здесь цены, конечно, космические. Хотя в магазине, в таких как Технодом, да, ну, наши такие большие бытовые магазины, у них, наверное, не дешевле. Но есть магазины как Светофор, там дешевле. Все, друзья, я устал. Очень тяжелое видео. Давайте быстренько долистаем. Вот, кстати, чайнички 15 тысяч, 14 тысяч. Блендер 21. Друзья! Ёб твою за ногу медь! Я же блендер в подарок получил еще месяц назад. И прикиньте, я забыл снять обзор. Ёлки-палки. Все, друзья мои, все, я закругляюсь. Я сейчас побежал его вскрывать, снимать обзор. Ух ты, блин, как же я Вот это дыра в голове, ё-моё. Слушайте, я же блендер получил в подарок. Ладно, все, не об этом видео сейчас. Хорошо, что вспомнил. 21 тысяча. Но, кстати, ну если вы любители компании и хотите, чтобы у вас красовался чайник с именем компании, то да, в магазине они также стоят не дешевле, но есть и дороже. Всякая кухонная утварь. О, ножницы даже зелень резать, боже мой. Мне проще ножом нарезать. Ну, это тоже у нас есть в Эйвоне. Ну, тоже не могу сравнивать цены, потому что я особо не заказываю такие вещи. Ну, ух ты! Ё-моё, гром загремел. У меня еще в Усть-Камане еще дождя не было толком. Ждем как это. Ну вот Faberlic, конечно, славится тем, что у них есть мыломойка. Мыломойка у них не дешевая. Но я не скрываю, я пользуюсь, заказываю себе для посуды. Мне очень нравится. Вот. Порошки я как-то одно время заказывал, но все-таки для меня это дорого. Я решил, что можно сэкономить на порошках и заказывать другие порошки. Разные другой фирмы. Поэтому в этот раз я заказал, у меня заканчивается для посуды, я заказал вот эту новиночку. Я в офисе понюхал. Она, да? Да, эвкалипт и арбуз. Слушайте, ну запах такой обалденный. Я себе тоже заказал. Но стоит она тоже не дешевле, чем что-то покупать на рынке. Вот они, порошки стиральные. Даже килограмма нет, 1500 стоят. Ну, я считаю, это очень дорого. Но говорят, что они клевые, что они классные. Не знаю я. Пятновыводитель вот у меня тоже был, я им пользовался. 1400, вот у него хорошая цена. Но он бывает и 1200. Вот, тоже его заказывал. Спрей антистатик, кстати, заказывал. Честно скажу, хрень какая-то. Все равно мой халат как брызгался током, так и продолжает брызгаться. Я больше его не стал выписывать. Кондиционеры тоже считаю очень дорого. 750 тенге за пол-литра. Я беру в фикс-прайсе, там подешевле. Поэтому не знаю. Ну вот, в принципе, как-то так. Все. Для туалета я тоже считаю, что это очень дорого. 749 тенге. Но я как-то заказывал. Не знаю, не могу сказать, насколько мне понравилось. А вот то, что вот это средство для духовок и плит, я им пользуюсь уже много лет. Оно мне очень нравится. Для меня это было открытие, что вот эта вещь, она, знаете, она все, любой жир растопит. Наверное, так скажем.
Поэтому я ее заказываю регулярно. Она у меня всегда есть. Я отмываю не только плиту, я отмываю кастрюли, сковородки отмываю, которые, ну, чтобы крышки от кастрюль, не знаю. Ну, все отмываю. Хорошее средство, действительно, очень хорошее. Водный спрей-освежитель. Я себе заказывал для животных. Против запаха животных. Бесполезная вещь. Я считаю, что я запах и так не чувствую, если у меня запах. У меня кошка в доме, кто не знает. У меня кошка в доме, я считаю, что у меня не пахнет. И друзья, когда приходят, говорят, что у меня не пахнет. Поэтому, ну, брызгал я. Ну, вот оно пока брызгаешь, пахнет, а потом непонятно, помогает она или нет. Для мытья стекол я тоже заказывал. Говорят, средство очень хорошее. Я тоже не особо в этом понимаю. Но моет, да моет стекла. Ну, говорят, очень хорошее. Ой, ну что, все, друзья, я, честное слово, уже устал, сильно выдохся. Давайте будем... ну как закругляться, еще не долистали. Смотрите, у них для обуви есть. Скажу, что я дезодорант для обуви покупаю в фикс-прайсе за 350 тенге, что ли. Ну, что-то такое. 330, наверное, даже. И считаю, что он неплохой. Здесь он стоит 839. О, одежда. Мужская, друзья. Ну да, здесь в Фаберлике им больше, наверное, повезло. Но цена космическая. Футболка 6700. Но вы знаете, в магазинах тоже сейчас цены подросли на одежду. Поэтому не буду говорить, что уж прям... Но все-таки я, так как я знаю, что где можно одеться с экономией, там, где есть скидки, то я там одеваюсь. И считаю, что... Вот недавно я джинсовку себе купил за 15 тысяч. А здесь безрукавка 18. Поэтому, друзья, не знаю. Одежда у них здесь очень дорогая. Но вот мне вот эта модель нравится, симпатичная. Я бы с удовольствием все бы приобрел. Но, блин, тут очень дорого вытягивает. Здесь, смотрите, майка 6 тысяч. Шорты. Шорты я не вижу, сколько стоят. Толстовка 14 тысяч. Охереть. Ну, блин, ну дорого. Ну, симпатично. А вот обувь я как-то покупал. Я покупал что-то подобное, вот такую вот обувь. Я заказывал ее года 3-4 назад. Вы знаете, я не мог сносить, но сильно ноги потели. Летом, летнюю я покупал. Для обуви это цены нормальные, кстати, хочу отметить. Что, а если там еще и представительская скидка, то я не знаю. Говорят, у них там сколько? До 25 или до 28%. Ну, не знаю. Что 12 тысяч? Блузка, что ли? Что 12 тысяч? Джеггинсы. Ну, кстати, джеггинсы 12 тысяч у нас, наверное, также будет цена. Ну вот, в принципе. Друзья, ну все. Давайте закругляться. Мы, в принципе, с вами я проделал большую работу. Вижу, что у нас с вами получилось очень большое видео. Вот. Поэтому я вот долистаю. Вот, кстати, боксеры я тоже себе заказывал. Года 4 назад, вот когда обувь тоже заказывал, но они тогда стоили что-то 2200, сейчас вот 3200. Я себе нижнее белье заказываю с Алиэкспресс, с Китая. Там дешевле, там интересные всякие модели есть. На рынке сейчас боксеры стоят, чтобы вы понимали, ну вот я недавно проходил, 1400. Вот. У них качество, кстати, клевое, мне они очень понравились, но мне жалко. Носки это очень дорого. Ну, тоже есть и детская. Как во всей нормальных компаниях есть все. Все есть абсолютно. И косметика, и для дома. О, еще и для животных. Ну вот лежак для животных, он и в магазине, наверное, где-то так и будет стоить. Да, дорого, 14 тысяч. А вот маленький 8 тысяч. Ну вот спрей, шампуни, конечно, в магазине можно купить и подешевле. Но это, естественный производитель, от фирмы зависит.
здесь все-таки это дороже. Акция для новых покупателей. Но это для тех, кто регистрируется. Ой, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Особенно с тем, кто самые такие упертые, досидели, досмотрели это видео до конца. Еще раз хочу сказать, что это видео было исключительно сравнительным. Я попытался сравнить и сказать, что у них дороже в Faberlic, что дешевле. Я сравнивал с нашей компанией Avon, так как я работаю в Avon. Вот, судить вам, но мое личное мнение, я имею право на него. И хочу сказать, что да, у них ассортимент каталога больше. Мне понравилось, что здесь ассортимент больше. Тут и техника есть, да, чайники там для животных, в конце концов, есть. Питание есть. Ну, в общем, тем, кто работает в Faberlic, практически в магазин ходить не надо. Они могут все уже купить в Faberlic, ну, грубо говоря. Ассортимент я ставлю им 5, молодцы. Из 5, друзья, ассортимент хороший. Но цены, для меня самое главное, конечно же, ручка улетела. Для меня, конечно, самое главное цены. Цены у них не дешевле, чем у нас в Avon. Поэтому, почему люди все бегут в Faberlic? Только из-за того, что там есть для посуды? Не знаю. Мы очень много в компании просим, чтобы нам тоже сделали мыломойку. Чтобы нам сделали тоже и порошки, и все остальное. Но говорят, что это пока невозможно. Поэтому будет или не будет, я не знаю. Но будем работать. Ну что, дорогие мои, жду ваших комментариев. Как вам такой обзор? Понравилось ли вам такое данное видео? Такой новый формат? Стоит ли продолжать делать такие видеообзоры? Я хочу сказать, что нас впереди ждет еще вот такая вот компания. Я смог заполучить еще один каталог Oriflame. Я не могу пройти мимо. Я хочу тоже вам, друзья мои, показать, какие цены у них. А вам выбирать, останетесь вы с нами в Avon или вы уйдете в компанию Faberlic. Это решать вам. Я не могу никого держать. Моих дорогих, любимых моих представителей. Я знаю, что у меня есть представители, которые занимаются сразу всем. И Avon, и Faberlic. И это их право. Это им решать, как им удобнее. Поэтому, друзья мои, надеюсь, что это видео было вам полезным. Надеюсь, что вы увидели и сделали для себя сравнение, где цены больше, где цены меньше. Я еще раз скажу, что мне так не показалось, что в Faberlic прям низкие цены. Вот не нашел я такого. Цены, они приближены к нам и очень много чего дороже, чем в Avon. Друзья, ну все, у нас с вами видео, наверное, впервые получилось такое огромное. Ну, извините, по-другому быть и не могло. Я еще раз благодарю вас всех за то, что вы со мной, за то, что вы меня поддерживаете лайками, комментариями. Подписчиков в последнее время прибавляется все больше и больше. Спасибо вам, низкий поклон, не могу это сейчас сделать. Вот, ну что, буду закругляться. Я очень сильно волнуюсь, когда делал это видео. Я переживал, как вы воспримете такой новый формат. Вот, поэтому я жду ваших отзывов. Мне бы хотелось от вас получить вашу поддержку. Поддержите меня. И до встречи завтра в следующем видео. Завтра мы с вами будем разбирать каталог Oriflame и сравнивать его с компанией Avon. До встречи. Всем до завтра. Пока-пока. Пока.